Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. Сегодня передачу «Якут сегодня» веду я, Савина Анастасия Дмитриевна, врач-диетолог, кандидат медицинских наук. Работаю в Республиканском центре общественного здоровья и медицинской профилактики. Школа здорового питания проводится в рамках нашего центра с 2021 года для просвещения населения республики вопросам здорового питания. И с нами сегодня в студии работают Мария Новгородова и Николай Слепцов-Айдын. Сегодня заключительная часть наших уроков, урок 4, и тема будет посвящена разбору этикетки продуктов питания, целью выбора полезных продуктов питания. Но прежде давайте вспомним, о чем мы говорили на прошлом уроке. На прошлом уроке мы обсудили основные принципы здорового питания. Это водный режим, это сбалансированный разнообразный рацион, режим питания и умеренность в еде. А сегодня у нас практически будет такой практический урок, посвященный, как же разбираться в продуктах питания, которые продаются в магазине. И понятно, что этикетку продуктов питания мы должны изучить когда? До магазина или после того, как все купили и принесли домой? До магазина, конечно. Да, или в магазине, да, перед тем, как купить продукт. И почему? Потому что очень много маркетинговых уловок для того, чтобы поймать нас, ленивых потребителей, в свои ловушки. Самый такой ход – это когда размещают основные продукты питания вдоль стеночки. Это мясные продукты, рыбные продукты, овощи, фрукты, молочка, хлебобулочные изделия. Они, как правило, расположены вдоль стен. А внутри располагают различные полуфабрикаты, различные сладости, различные переработанные продукты в красивых упаковочках. И бывает, что иногда путь до полки с хлебом пролегает через эти полочки, и человек, который, скажем так, несознательный потребитель, делает очень много таких импульсивных покупок, да? Но есть хорошая новость в том, что среди 80%, скажем так, неполезных, а может даже и вредных продуктов питания, есть полезные и здоровые продукты питания. Какие же еще маркетинговые уловки вы знаете? Здравствуйте, меня зовут Анастасия, я мама трех замечательных дочек. И как раз хотела бы рассказать про еще импульсивный такой спрос, особенно это касается детей, когда дети приходят и у кассы видят шоколадки, разные сладости, соответственно, они в первую очередь покупают эти все сладости. Также, тем более, все товары, которые яркие, такие вызывающие сладости, они располагаются на уровне глаз ребенка. Поэтому, получается, нужно продукты, как опытному покупателю, лучше искать, которые находятся дальше на полке находятся. То есть это продукты будут со свежим сроком, более полезные. То есть те продукты, которые более полезны, для маркетинга не выигрышные они более полезные, можно сказать. И также, допустим, есть сейчас аромамаркетинг. Это когда в торговых центрах располагаются фудкорты, их достаточно много. Люди, покупая идут за покупками вещей, так как запахи эти дразнят их, и они возбуждают, и они, соответственно, идут, покупают импульсивные эти покупки, то есть поесть им хочется, а там в основном вся вредная еда у нас находится. И также таким к спонтанным покупкам относятся это скидки, акции, когда купи 2, то есть за одну цену, естественно, человек не планировал, но купил больше положенного продукта. И товары в довесок, и также получается, если у нас с чаем, с кофе располагаются печенье, конфеты.
тоже человек, естественно, покупая чай, он обязательно берет с собой что-нибудь в прикуску, что-нибудь сладенькое. Да, вот такие интересные уловки. Но я забыла представить наших гостей. Сегодня в гостях у нас участницы проекта «Преображение». Это проект, в котором участвуют многодетные матери города Якутска. И Анастасия, как представилась, и Мария, мама четверых детей. Смотрите, еще же маркетинговые уловки бывают, когда мы читаем на упаковке какие-то интересные надписи, например, органик, экопродукт, без сахара. На растительном масле пишут без холестерина, да, мы понимаем, что холестерин, он есть только в животных жирах, да, но никак не в растительном. Вот какие еще такие надписи вы знаете? Здравствуйте, меня зовут Мария, я мама 4 детей, участница проекта «Преображение». В надписи можно увидеть такие слова, как эко, био, натуральный, фермерский, деревенский, без ГМО, ну всякое еще. Без сахара, с добавкой кальция, да, то есть молоко без с добавкой глютена, кальция, да. Без глютена. Вот это тоже нас сбивает с толка, мы как бы доверяем производителю и не вчитываемся в мелкий шрифт, на каким прописан состав. Вот на такие уловки, конечно, не надо нам попадаться. Ну, этикетка продуктов питания несет очень много полезной и правдивой информации на самом деле, потому что законодательство обязывает прописывать в составе каждый ингредиент в продукте. И здесь есть такие основные правила. Как правило, первые 3 ингредиента этих продуктов наибольшее количество. То есть этих ингредиентов наибольшее количество в этом продукте. Так, далее, чем меньше ингредиентов в составе, допустимо до 5, это говорит о том, что продукт не прошел такую глубокую промышленную переработку, что продукт все-таки он ближе к своему природному состоянию. Но чем больше у нас ингредиентов, и бывает, что ингредиенты прописываются там буквально на 10 строчек, то это уже вызывает подозрения. Второе. Слова, то есть названия ингредиентов должны быть нам понятны. То есть мы должны их знать, да? Но если встречаются незнакомые слова, особенно много незнакомых слов, то это тоже должно нас заподозрить. Что-то уж слишком много здесь, видимо, и консервантов, и пищевых добавок и так далее. Третий критерий природного продукта, полезного продукта, это срок годности. Как правило, чем меньше прошел продукт промышленную переработку, тем меньше он хранится. Но обычно это 7 дней, 12 дней, да, 10 дней может быть. Так. Ну и, понятно, обязательно указывается дата выпуска, срок хранения и название производителя. Вот такие данные на этикетке должны быть. И, кроме того, как мы тщательно изучаем состав продуктов, мы еще должны посмотреть пищевую ценность, где указывается, сколько килокалорий, белков, жиров, углеводов на 100 грамм продукта. Вот такие вот есть основные правила. И здесь, конечно, бывает так, что не всегда вот название продукта соответствует своей сути. Допустим, есть котлеты домашние, читаем на упаковке, разворачиваем состав, а мы там читаем, что это мясосодержащий продукт группы Г, почти что это последняя группа, где мясо примерно 20%. Да? То есть, понятно, значит, 80% в лучшем случае там хлеб. Так, но еще могут быть в этикетке пищевые добавки, которые обозначаются буквой Е. Вот не надо бояться всех пищевых добавок. Оптимально, когда их мало, оптимально, когда их до 3 штук допустимо, да. Плохо, когда их слишком много, особенно очень много незнакомых слов. И
натуральные такие ингредиенты тоже обозначают пищевыми добавками. Например, тот же уксус, пектин, они тоже имеют свое обозначение. Так, и, конечно, мы не рекомендуем брать продукты, в составе которых есть сахар, различные сиропы, различные гидрогенизированные масла. Потому что сейчас в современном мире, к сожалению, мы стали кушать в 40 раз больше сахара, чем, допустим, 200 лет тому назад. И с такими углеводами простыми мы познакомились 10 тысяч лет назад, когда появилось земледелие. До этого человек жил спокойно, без простых углеводов. И самое главное, наши предки с земледелием познакомились буквально вот 120-150 лет тому назад. И тем более у нас никакой памяти нет на углеводную пищу, да. И для нас, северян, очень характерен такой северный белково-жировой тип питания. И когда я говорю, что в среднем человек у нас, один человек может употреблять от 60 до 100 килограммов сахара в день, все очень удивляются. Но мы сразу представляем 2 больших мешка сахара, да? Понятно, никто такой сахар, песок не ест в таком количестве. Но мы поедаем очень много добавленного сахара, скрытого сахара. Сахар имеет очень много альтернативных названий. Так? И особенно почти в каждом продукте, переработанном продукте, есть сахар. И где же вот так много сахара? Где он скрывается? В основном много сахара скрывается в энергетических напитках. Они бывают в жестяных банках, и очень красочно они написаны в банках, получается. Привлекательный вид имеют. Привлекательный вид. Они опасны, потому что они замедляют метаболизм, заставляя клетку работать на износ, да. То есть неестественно получается, да. То есть пульс у нас уменьшается, это создает стресс организму. Да. Также скрытый сахар есть в обезжиренных продуктах, мясных деликатесах, колбасах. И без добавления сахара в детском питании, но с добавлением мальтодекстрина. Это крахмал, либо сахарозаменитель. Посвятитель, да. То есть тут уловок тоже хватает, да, производитель старается скрыть слово сахар под другими альтернативными названиями. Или они сахар заменяют глюкозно-фруктозным сиропом, или они заменяют сахарозаменителями, или природными сахарами. Они все равно сахара, они все равно вызывают скачок уровня глюкозы и, следовательно, инсулина. Как я уже сказала, сахар есть практически во всех переработанных продуктах. В кетчупе, майонезе, кто бы мог ожидать, да? В вареной колбасе сахар, опять же, тот же. Очень много. И если считать весь этот сахар, который мы потребляем с другими продуктами, то и получается 100 килограммов. Это огромные цифры, конечно. Так, также любые масла могут быть гидрогенизированными, то есть они могут пройти такую глубокую промышленную переработку, и такие масла совершенно незнакомы нашему организму. Мы с ними познакомились буквально в 60-х годах прошлого столетия, буквально мы знаем их 60-70 лет, и поэтому наш организм не распознает их как продукт питания. В нашем организме нет ферментов, которые бы расщепляли эти трансжиры жирных кислот. И они, попадая в наш организм, практически они тоже есть в каждой магазинной продукции, красивой оберточки, попадая в наш организм, задерживается надолго. Как же шифруется, скажем так, трансжиры в нашем организме, то есть в составе продуктов? Дело в том, что на упаковке мы должны смотреть название. К трансжирам относятся маргарины, спред, кондитерский жир,
генизированное масло, растительный жир, кулинарный жир, комбинированный жир, комбинжир, раньше назывался он, молочный жир. Данные жиры часто используются в кондитерских изделиях, в мучных изделиях, в молочных продуктах, таких как мороженое. Можно увидеть это с заменителем молочного, то есть жира, да, получается вот молочный жир. Масло, это бутербродное масло, десертное масло. Также очень часто используют для удешевления, ну, то есть продуктов вообще, ну, то есть в общепитии и в полуфабрикатах. Поэтому, если мы видим продукт твердой консистенции, да, но указано растительное масло, то есть без наименования, если это получается подсолнечное или соевое, то есть риск, что мы возьмем именно трансжир. Вот, да, в том-то и дело. В том-то и дело, вот когда поедая те же конфеты, прянички, вафельки магазинные, да, мороженое, мы даже не понимаем, что мы кушаем трансжир, ну, по-простому маргарин. И когда мы тоже вот говорю своим, значит, клиентам, что трансжиры, в общем-то, надо ограничить, они говорят, да мы маргарин вообще не едим. Но они скрываются, в том-то и беда, что они скрываются очень ловко вот в этих вкусных продуктах питания. Так, поэтому их, конечно, очень важно распознавать. Но смотрите, есть сливочное масло. Сейчас тоже стало очень много таких подделок сливочного масла. Вот какой ориентир, как можно ориентироваться в выборе правильного сливочного масла? Сливочное масло, это, во-первых, содержание должно быть сливок, то есть животного происхождения. В составе. То есть процентное соотношение должно быть, ну, вообще хорошее соотношение, это 82,5%, это стандартное, ну, допустимо 72,5%. То есть вот, чтобы дополнительных никаких не было, ни эмульгаторов, никаких дополнительных добавок. Да, совершенно верно. И если даже в составе там не прописано сливочное масло, да, сливки, но тогда там должно быть проставлено ГОСТ 3791, да, то есть это как бы показатель того, что сливочное масло является качественным. Так, ну и в современном мире, особенно вот среди молодежи, практикуется такая пошла тенденция покупать готовые блюда для разогревания в микроволновой печи. То есть молодежь практически перестала готовить дома. Да? Может, она никогда и не умела, но вот они стали самостоятельно жить, и им проще вот заказать готовую продукцию. Вот. Все-таки насколько это полезно и насколько это вредно? Как вы думаете? Так, в основном эти блюда готовят на производстве, а потом просто дают, чтобы... Разогрели. Да, чтобы они разогрели, да. Поскольку их не замораживают для хранения, в них очень много консервантов, чтобы блюда дольше стояли, не протухали, и потом выставляют на продажу. И плюс еще добавляют усилители вкуса, иногда красители, и опять-таки для тоже привлекательности. Полуфабрикаты представляют собой это для разогрева в микроволновой печи. Это котлеты, ланчи, супы, охлажденные, горячие с гарниром, пицца и выпечка. Да, и особенно пластиковые еще упаковки, да, вот, и когда все-таки надо разогревать еду, надо выкладывать и на стеклянную посуду, потому что когда пластик разогревается, хоть какого он хорошего класса, он будет выделять вредные вещества. Поэтому пластик разогревать еду не стоит. Так, мы, северяне, очень любим рыбу, да, ну и мясо, соответственно. И это правильно, потому что у нас белково-жировой тип питания, мы очень долго живем в условиях зимы, недостаточности кислорода, такого пересушенного, вымороженного воздуха. И жиры помогают нам усваивать кислород из воздуха. Понятно, что когда мы выбираем мясо, мы все-таки стараемся, ориентируемся на мясо местных производителей, потому что мы понимаем, что наши коровушки это травяного откорма, пасутся на лугах, да?
Это понятно. Мы скоро прерываемся на короткую рекламу. Оставайтесь с нами, мы вернемся. Мы продолжаем передачу. Мы остановились на мясе местных производителей. Да? Это говядина, это жеребятина, это оленина. Ну, просто кладезь питательных веществ. Но вот свинина и курица, здесь, конечно, не стоит увлекаться, потому что этих животных, во-первых, промышленное производство у них, и обычно их пичкают гормонами для того, чтобы они наращивали массу, антибиотиками и другими лекарственными препаратами. Лучше всего мясо из птиц, это индеек и уток. Также очень полезны субпродукты. К сожалению, вот как бы мы отошли от своих истоков, очень мало мы их стали есть, но тем не менее надо возвращаться к своим истокам. Ну, конечно, предпочтительно рыба наша северная, да, холодных морей, которые поедала вот эти водоросли и накопила очень много омега-3. Но бывает так, что иногда на скорую руку или в походах, когда мы на природу выходим, мы пользуемся, покупаем консервы рыбные или тушенку, тушеное мясо, консервы. И вот как мы должны ориентироваться, какой все-таки состав должен быть у качественного продукта? Если посмотреть на консервы, то желательно лучше брать не в ЖБ-банках, а в стеклянных банках, чтобы мы посмотрели консистенцию, структуру, допустим, мяса. Допустим, если мы берем рыбные консервы, то мы должны обязательно обратить на состав, чтобы в нем не должно быть растительных масел, сахара, пряностей. Самое главное, то есть 3 компонента основных – это рыба, соль и вода. Дело в том, что если употребляя консервы, в них содержатся консерванты, канцерогены, которые вредны для нашего здоровья, вызывают раковые клетки, да, если злоупотреблять консервами. Да, поэтому все-таки это не для ежедневного употребления консервы, да, но тем не менее, когда бывает необходимость, надо выбирать качественный продукт. Также не стоит увлекаться и соленьями. Мы, конечно, любим соленую рыбу, но вот здесь как же все-таки надо ориентироваться, когда мы говорим про соленые продукты, и чем вообще они опасны, почему мы рекомендуем ограничивать их употребление? Можно сказать, что поваренная соль, во-первых, удерживает воду. Тем самым повышается давление за счет этого, мы отекаем, получается спазм сосудов, и получается в итоге ускоряется старение организма. Да. Поэтому, когда мы выбираем рыбу, желательно выбрать слабосоленую и обращать тоже также внимание на состав. То есть она должна быть в собственном соку, то есть без добавления подсолнечного масла, пряностей, сахара. То есть вот на это смотрим. И получается также, чтобы не было уксуса, молочно-яблочной кислоты. Также посмотреть нужно, чтобы, то есть дополнительных добавок. Допускается только сорбиновая кислота Е200. Угу. Да, видите, сколько вот разных уловок, да, и все-таки еще раз напоминаем, чем меньше ингредиентов в составе, тем лучше, да, считаем 1, 2, 3, 4, 5, если там еще через запятую еще идут ингредиенты, лучше такой продукт поставить обратно на полку. В рационе наших предков до земледелия было очень много молочно-кислых продуктов. Более 20 видов мы знаем. И даже каждого вида, допустим, кумыса тоже было очень много разновидностей кумыса. Да? К сожалению, вот многие рецептуры мы утратили. Вот как сейчас нам выбирать качественные молочные продукты? На что ориентироваться? Качественную молочную продукцию лучше покупать у местных производителей. Это молоко цельное и сметану, да. Если в сроках годности, да, посмотреть, пастеризованный срок годности это до 10-14 дней получается, жирность молока 2,5 до 3,5, сметана это до 25%.
Не надо покупать ультрапастеризованное молоко, обезжиренное, с длительным хранением. И творог лучше покупать свежие, жирность не более 5%. Угу. Да, то есть для молочного продукта главный критерий в составе только одно слово «молоко», может быть нормализованное, да, срок годности очень короткий. И во всех народах есть такие традиционные кисломолочные напитки, в том числе и у нашего народа. В составе они содержали воду, молоко, закваску для такого бродильного процесса. И, соль может быть не обязательно. И все, без сахара. Вот это традиционный такой был рецепт. Сейчас, к сожалению, быпах, наш традиционный напиток быпах стали делать с использованием сахара. И практически, по сути, мы получаем газированный кисломолочный напиток. Но никак не традиционный наш якутский кисломолочный напиток. Да? Но недобросовестные производители еще к этому добавляют пекарские дрожжи для того, чтобы повысить градус, да? Градус спиртового брожения. И еще это называют быпах, да? Что совершенно неэтично. И как бы обман потребителей. На самом деле это получается алкогольное изделие, или по-простому это просто молочная брага. А алкоголь – это не пищевой продукт. Вот на всех занятиях урока мы говорили про разные продукты, про полезные, про вредные. И нигде не прозвучало, чтобы мы обсуждали алкоголь как пищевой продукт. Это все-таки клеточный яд, который вредит здоровью. И следующий продукт кисломолочный – это йогурт. Это, можно сказать, это просто ужасная иллюзия ПП, правильное питание. Все думают, йогурт, который продается в магазинчиках, это ПП, да? Но дело в том, что один и тот же производитель может делать хорошим составом йогурт, а может сделать и с нехорошим составом. Допустим, добавили слово йогурт с клубникой, и в итоге в составе, если йогурт до этого белый содержал только молоко и закваски, то как только добавляется слово клубника, добавляется куча добавок, консервантов, ароматизаторов и так далее. И наш йогурт превращается даже в вредный продукт. Поэтому обязательно читаем, не доверяем производителю. Как я уже сказала, один и тот же производитель делает продукты с хорошим составом и не очень хорошим составом. Так, и хлебобулочные изделия, да, вот недаром говорят, хлеб всему голова. И практически в рационе каждого человека есть хлеб, и в каждый прием пищи люди употребляют хлеб. Допустим, говорят, я суп без хлеба не ем, да, даже такое. Но надо понимать, что хлеб, который мы сейчас едим, и хлеб, который был 200 лет тому назад, это совершенно разные вещи. Даже 100 лет тому назад. Это совершенно разные вещи. Сейчас в основном выпекается хлеб из муки высшего сорта. Белый хлеб. Он, конечно, вкусный, он, конечно, пышный, да, просто наесться невозможно. Но, тем не менее, это мука, которая очищена 1000 раз, и практически мы получили голимый крахмал без витаминов, без минералов, без белков и так далее, питательных веществ. И полезная мука, все-таки цельнозерновая мука, которая сохранила еще оболочки, зародышевые оболочки. Грубого помола хлеб, это ржаная, обдирная, может быть, льняная и так далее. Вот сейчас очень большое разнообразие хлеба на полках. Как же выбрать полезный хлеб? Хлеб мы тоже должны обращать внимание на состав. Получается, что у нас есть 2 вида муки, это ржаная и пшеничная. Если мы берем хлеб из пшеничной муки, то нужно использовать муку 2 сорта, где содержание отрубей 8% в соответствии, или обойную муку брать. Также, получается, мы должны обратить внимание на срок годности, то есть он не должен быть более 2 недель.
Вообще желательно 36 часов, самые оптимальные. Углеводов содержание до 40-50 грамм, белка должно быть достаточно больше. Хороший хлеб – это без содержания дрожжей, лучше использовать закваску, сыворотку или солод. Также можно обратить внимание сейчас на хлебцы, которые есть в большом ассортименте, но тоже мы должны обращать внимание на упаковку, то что в хлебцах не должно быть содержания пшеничной муки высшего сорта и первого. Также таких продуктов, как дрожжи, сахар, соль, различные добавки, усилители вкуса, подсластители, трансжиры. Поэтому если хлебец будет из цельных круп, также из ржаной муки, пшеничная, получается, обдирная, цельнозерновая, отруби различные, то тогда, получается, мы можем брать спокойно эти хлебцы. Да, хлебцы – это тоже второй ужас, скажем так, да, ужасная иллюзия ПП, здорового питания. Состав имеет очень важное значение. И, как правило, хлебцы, они даже по калорийности, даже с правильным составом, они больше, чем сам хлеб, да, потому что это все-таки высушенный продукт. Ну и другая группа медленных углеводов – это крупы бобовые, которые содержат растительный белок. Так, и какие крупы бобовые предпочтительны в здоровом питании? В здоровом питании в основном нужно выбирать гречку, бурый, красный нешлифованный рис, пропаренный рис, перловку, овсяные хлопья. Овсяные хлопья нужно выбирать, которые варятся более 10 минут. И кукурузная, кускус, пшено, маш, чечевица, фасоль. И в составе должна быть только прописана только крупа. Да, название крупы. Ничего, да, получается цветные крупы, которые сохранили свою оболочку, да. Вот жители сел и деревень, особенно Арктики, не имеют возможности круглогодично есть, кушать, употреблять зелень свежую, овощи и как источники пищевых волокон. А они обязательно нам нужны для того, чтобы у нас кишечник хорошо работал. Для таких случаев подойдут отруби. Но как же отруби тоже бывают разные? Как же выбрать полезные отруби, которые пойдут на пользу? Отруби бывают пшеничные, ржаные, овсяные, но самое главное обратить внимание, чтобы они были без муки. Льняные, кукурузные, ячменные, россыпью. Получается, там должно быть содержание углеводов до 40 грамм. Из овсяных отрубей можно делать кашу. Получается, мы можем залить ее водой в соотношении с молоком, добавить соль, там, если необходимо, сахар, и настояться в течение 10 минут. Получается, мы можем отруби добавлять в котлеты вместо хлеба, можно добавить в каши, можно в кисломолочные продукты добавить. Это для того, чтобы для обогащения клетчатки для нашего организма. Также рекомендации такие, то есть отруби, если планируете кушать, то нужно начинать с маленьких доз, а потом уже постепенно увеличивать. Но также не забываем про противопоказания, которые есть. Если, допустим, острая фаза заболевания желудочно-кишечного тракта, то нужно обязательно не употреблять отруби, или посоветоваться с врачом лечащим. Да, отруби, когда мы кушаем, отрубей нам нужно немного, да, всего 3 столовые ложки в день, допустим, если это Арктика, да, но при этом не забываем про водный режим. Проводные обязательно, потому что отруби, они набухают в организме, много воды нужно, чтобы не было проблем со стулом. Так, хорошими источниками омега-3 являются жеребятина и рыба наши, именно наши, да, то есть рыба северных морей, те же самые якутские караси наши, тоже они богаты омега-3, ну и говядина и жеребятина, потому что наш скот откармливается на пастбищах. Но также омега-3 много в некоторых растительных продуктах, таких как орехи и семена. И как раз из них выдавливают растительные масла. Какие это масла растительные с хорошим содержанием омега-3?
Так, это у нас получается льняное, Да. конопляное, Мгм. оливковое. Мгм. Оливковое в основном выбирать в темных стеклянных баночках. Мгм. Мгм. В небольшом количестве, Да, в да? небольшом количестве. Еще рыжиковые можно назвать. Мгм. То есть вот именно в этих маслах содержание соотношение омега-3 и омега-6, ну, такое оптимальное. И поэтому выбираем в стеклянных баночках, желательно те бутылочки, которые не находились на свету, да, желательно, чтобы в холодильнике хранились, и чередуем эти масла. Да, то есть все время кушать одно масло не стоит. И как раз их можно добавлять вот различные салаты и так далее. И получается, что кроме того, что мы кушаем эти, значит, употребляем пищу, вот эти растительные масла, можно употреблять еще орехи и семечки вообще в сыром виде. Да, в свежем виде, но единственное, их надо обязательно или замачивать на ночь для того, чтобы инактивировать фитиновую кислоту, а это как бы защитное вещество, которое защищает вот эти продукты, орехи и семена, ну, скажем так, от поедания, да, и вот эта кислота, она препятствует усвоению вот этих продуктов. А когда мы их, значит, активируем, а когда мы их замачиваем, фитиновая кислота ингибируется, то есть теряет свою активность. Или более такой скорый способ: взяли горсть орехов, много не надо, и буквально залили кипятком на 30 минут. И практически можно уже кушать. Тоже активировали, называется. Вот такие орехи и семечки в ежедневном рационе у нас должны быть. И, конечно, подведя итог нашему уроку, хотелось бы сказать, что обязательно надо планировать покупки. Да? Желательно даже за неделю, потому что обычно покупки семья совершает же в выходной день, свободный день, набирает большую корзину. И планировать надо, определив свои потребности и бюджет семьи. Так? Можно даже это прописать и составить список. Ну и, конечно, надо мыслить критически, уже с использованием знаний, которые получили на уроках, да? Обязательно изучить этикетки, обязательно нужно исследовать продукт, надо запомнить все маркетинговые уловки, про которые мы рассказали, изучаем этикетку, вообще не надо вестись на на упаковки и на дизайн, на такие яркие штучки, и, конечно, нужно избегать импульсивных покупок, игнорировать навязчивую рекламу. Ну и, соответственно, не вестись на различные скидочные акции. Вот, поэтому пожелаем мы населению нашей республики здоровья и берегите себя. От вас зависит ваше здоровье и здоровье вашей семьи.